Доброе утро, уважаемые телезрители, телеканал Якутия-24. Вместе с вами начинаем встречать день сегодняшний. На календаре, казалось бы, уже 24 января. Последние дни января, первого месяца этого года мы уже провожаем, но провожаем мы, как всегда, радостно, весело, с улыбкой на лице. Будем узнавать много нового, будем, конечно же, познавательно ближайший час проводить. И как обычно, чтобы ваш день был позитивным, а самое главное плодотворным, мы предлагаем вам ближайший час провести вместе с нами. И вы обязательно, я думаю, взбодритесь, поднимите себе настроение и зарядите себя энергией на целый день. И так будет всю рабочую неделю, а потом и следующую рабочую неделю, а потом после нее еще рабочая неделя. И так до бесконечности готовы мы вам дарить вот это вот настроение утреннее, потому что, утро, особенно в наших северных условиях, это тяжело, солнца мало, и, казалось бы, вроде радость пропадает, но нет, всегда есть повод порадоваться. О чем же конкретно сегодня будем говорить? 2023 год объявлен годом педагога и наставника в Российской Федерации, а также годом труда в Республике Саха-Якутия. И сегодня, в Международный день образования, кстати, мы ожидаем в нашей студии преподавателя и руководителя специализированного центра компетенции «Кондитерское дело» Якутского технологического техникума сервиса Ирину Родину. Также мы сегодня с вами перенесемся в поселок Хандыга и узнаем, как же можно вот именно в таких отдаленных наших районах выращивать гранат. Да, помимо этого наш коллега Руслан Ачиров расскажет, как прошел пленэр 50-градусные морозы в прошедшие выходные. Но еще сегодня нас ждут интересные гости, с которыми мы обсудим тему Кубка по шахматам. И все это в ближайший час, как я уже говорил. Помимо этого, не забывайте, что у нас есть телеграм-канал. Там тоже очень много информации в течение дня публикуется, поэтому можете отсканировать QR-код на экране при помощи вашего смартфона и попасть прямиком на наш канал и подписаться. Ну а по традиции мы, конечно же, наш эфир откроем самой важной информацией, я считаю, это, конечно же, информация о погоде. В южных районах до минус 35. В Белюйской группе 33-36 со знаком минус, в Нижнеленских 46 ниже 0. В западных районах 32-36, в Колыме-Дигирской группе Улусов до минус 40, в Янских районах 35-49 ниже 0. На северо-западе до минус 42. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 49 градусов. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем облачно, ветер юго-восточный. Температура воздуха ожидается до минус 47. Даш, вот загадку тебе загадаю, небольшую, наверное, поймешь, о чем идет речь. Все его обожают, независимо от пола, возраста и порой даже времени года, хоть это знойная жара или даже северные наши морозы. И причем это лакомство. Вот ты знаешь, конечно, мне кажется, даже первоклассник бы отгадал, это мороженое, но я бы не согласилась, что все его обожают. Вот я, например, из тех людей, которые практически не ест его, Да? но загадку отгадала. Ты с нашей планеты или нет, может быть, да пора улетать домой куда-то туда, в космос. Но вообще, да, о мороженом, но конкретнее говорить будем сейчас про эскимо. Почему? Потому что сегодня день рождения именно эскимо, и неудивительно, потому что, в принципе, сегодняшний день считается самым таким морозным, самым снежным в году. Правда, вот погодное вот это совпадение, оно чисто случайно, просто так получилось, что именно в этот день Христиан Нельсон получил патент на холодную сладость. И, кстати, изначально называл свое детище ярко и броско — пирожок эскимоса. Ну а потом все это сократилось, появилась палочка и получилось эскимо. О каких еще событиях можно сегодня поговорить, давайте узнаем далее. Молодец, На календаре 24 января сегодня Международный день образования. Эта дата провозглашена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, признавая роль образования в достижении мира и развития. Сегодня отмечается еще и сладкий праздник – Международный день эскимо. Дата эта была выбрана потому, что в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Анава, штат Айова, США, Христиан Нельсон получил патент на эскимо. По народному календарю Федосеев день. На Руси этот день часто бывал очень холодным. Говорили, что нечистой силе, которую во время святок выгнали из домов, некуда деваться и нечем заняться, поэтому она колдует морозы.
С морозами были связаны некоторые приметы. Считалось, что морозы в этот день к затяжным холодам, а тепло, напротив, обещает раннюю весну. Этот день в истории. 416 лет назад в этот день официально было объявлено о переносе столицы Испании из Вальядолида в Мадрид. Это было сделано якобы в связи с тем, что туманы реки Писуэрги, на которой стоит Вальядолид, неблагоприятно сказывались на состоянии здоровья короля. После второго переноса столицы империи государства в Мадрид город развивался просто стремительно. К 1625 году его население возросло в 5 раз и составило 100 тысяч человек. В 1848 году в этот день началась калифорнийская золотая лихорадка – неорганизованная массовая добыча золота в Калифорнии. Последствия золотой лихорадки были многочисленными. Всего за несколько лет Сан-Франциско вырос из небольшого городка в крупное поселение. Были построены дороги, школы, церкви, создана система законов, а Калифорния официально стала штатом США. 24 января 1931 года в Москве был основан самый старейший и известный в мире цыганский театр «Ромен». Его основатели задумали его как театр-студию «Индо-Ромен». Первые публичные спектакли призывали цыган на оседлость и ведение трудовой жизни. 87 лет назад в этот день в продаже появилось первое баночное пиво. Новшество настолько пришлось по вкусу населению, что уже через полгода сбыт пива в металлических банках в 5,5 раз превзошел обычные продажи. 24 января 2003 года создан Национальный филармонический оркестр России. Художественным руководителем оркестра был назначен Владимир Спиваков, дирижер, скрипач, известный во всем мире. В состав были собраны лучшие оркестровые музыканты Москвы и Санкт-Петербурга. В этот день родились Пьер Бомарше, французский драматург и публицист, Эрнст Гофман, немецкий писатель, композитор, Дмитрий Ушаков, русский филолог, советский языковед, Михаил Ром, советский кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист Советского Союза, Валерий Абадзинский, советский эстрадный певец, заслуженный артист Марийской АССР, Юрий Башмет, советский российский альтист, дирижер, педагог. Именины сегодня отмечают Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Терентий, Федор. Сегодня, 24 января, как уже было сказано, отмечается Международный день образования. Именно поэтому сегодня в студию мы пригласили преподавателя и руководителя специализированного центра компетенции кондитерское дело Якутского технологического техникума сервиса Ирину Родину. Ирина, доброе утро. Доброе утро. Ирина Юрьевна, вопрос, такой, наверное, очень рядовой, стандартный, да, очень банальный, тем не менее. Вот в вашей профессии что вам больше всего нравится? Все-таки образование, обучение, неважно какое, дошкольное, школьное, профессиональное и так далее. Но это все-таки передача знаний. Это очень важная вещь для вообще человечества, в принципе. Конечно, я считаю, что цель педагогов профессионального образования – это не только, конечно, воспитать молодежь, да, это дать, на самом деле, те профессиональные навыки, те знания, которые, чтобы наше молодое поколение стали профессионалами своего дела. И, конечно, когда обладаешь определенным набором компетенций, профессиональными навыками, знаниями, и это хочется нести в массы, хочется передавать молодому поколению, чтобы когда-то это приносило пользу обществу нашему. То есть у вас такая очень интересная профессия, да, помимо того, что вы преподаватель, какая у вас специализация? Кондитерское дело. То есть вы тот человек, кто любит все эти тортики и знает про них все, правильно? И, конечно, как не научить этому будущее поколение, потому что без тортиков жить невозможно, мне кажется. И при этом 23-й год, он же такой конкретно для профессионального образования, это же очень уникальный год, потому что, с одной стороны, год педагога в России, с другой стороны, год труда. Все-таки профессиональное образование, оно с трудом связано непосредственно. Вот на этот год какие-то планы, может быть, есть? Какой-то, будет ли это особенный год? Планы, знаете, у нас такие планы в связи с годом педагога, наставника. В прошлом году, например, мы организовывали в рамках профессионально-образовательного кластера, мы организовывали конкурс «Вкус Севера» называется, с национальным колоритом. То есть там в этом конкурсе у нас изготавливали кондитерские изделия с нашим национальным колоритом. И там участвовали две категории. Это студенты
и молодые специалисты. Молодые специалисты – это наши мастера производственного обучения, педагоги, то есть преподаватели, которые в нашей деятельности работают не более 5 лет. В этом году мы вносим такое новшество в положение конкурса. Конкурс будет проходить в начале апреля, и там будет участвовать как раз наставник и ученик вместе. То есть это будет командная работа. И немного усложняем мы конкурс тем, что вносим туда тайную корзину. Ну, то есть, как это, другими словами, называется черный ящик. Чтобы это было интересно. Вот такая интересная программа, да, не просто образовательный процесс, да, у вас есть еще и какие-то моменты соревнований, да, это все вот как бы, чтобы идти в ногу со временем, правильно? Потому что сейчас, как ни крути, молодежь, она так, ну, любит показать, да, себя, лучше себя, проявить свои навыки, Ну, а да? почему бы нет, если тем более ты демонстрируешь именно вот навык свой? Да. Потому что, ну, своим профессионализмом, мне кажется, хвалиться нужно, ну, это важно. Вот. Но вопрос такой, все-таки, как бы, есть ученики. В какой-то момент любой ученик может превзойти своего учителя. Есть ли в вашей профессии люди, которые, а может быть даже среди ваших выпускников, учеников, которые, ну, можно уже их считать примерами для подражания? Да, конечно, есть. Вот если посмотреть с 2014 года, вообще, ну, наверное, все это знают, или многие, с 2013 года к нам, то есть наша республика, она вступила в такое чемпионатное движение WorldSkills Россия. И жизнь прям забурлила, закипела у профессионального образования. То есть это конкурсы для молодых профессионалов, детей, студентов, которые вот могут показать себя именно с профессиональной точки зрения. Там, конечно, по кондитерскому делу мы регулярно участвовали до прошлого года в этом проекте и приносили свои результаты. Могу сказать некоторые имена. Вот, допустим, наша студентка до сих пор учится у нас на последнем курсе, Сафарова Елизавета, которая уже, ну, она обладает уже такими профессиональными навыками, да, что, ну, можно сказать, она где-то превзошла уже меня. Лена, мы обязательно продолжим эту интересную беседу сразу после небольшой паузы. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся в эфир. Вы смотрите новости. Доброе утро. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит регионам России в этом году 30 миллиардов рублей, а также 100 миллиардов рублей в следующем году на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Средства направят на замену и строительство новых водопроводных, тепловых и канализационных сетей, котельных и других объектов теплоснабжения. Обязательным условием будет софинансирование из бюджета региона. Программу подготовили по поручению президента России в рамках реализации стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Правительство планирует увеличить с 1 февраля более 40 компенсаций и пособий, в том числе выплаты на детей. В феврале этого года выплаты, соответственно, выросли на 8,4%, но в прошлом году цены росли быстрее. В декабре 2022 года годовая инфляция составила 11,94%. Поэтому в постановлении предусмотрен рост выплат на 11,9%. Планируется увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за детьми, материнского капитала и другие. На дорогах Якутска, начиная с прошлого года, вместо обычного песка стали применять отсев. Такой вид материала не вредит экологии и эффективно противодействует скольжению. Как показывает практика, с применением отсева значительно уменьшилось дорожно-транспортные происшествия на дорогах города. По сравнению с прошлыми годами, да, у нас в городе Якутске применялся песок в качестве фрикционного материала в целях обеспечения цепных качеств. Как видите, в этом году, то есть в прошлом году, в 2022 году у нас применяется щебень.
Если сравнивать дорожно-транспортные происшествия 2019-2020 года, в целом аварийность у нас стабилизировалась в городе Якутске. Об эффективности данного мероприятия говорить еще, может быть, рано, но есть некоторые данные, которые можно сравнить с прошлогодними. За конец года, если смотреть в 2022 году и конец 2021 года, то количество аварий на перекрестках, где используется данный материал, он практически равен. Это, можно сказать, хороший показатель, так как в 2021 году, к концу, все помнят ковидные мероприятия, было мало пробок на улицах из-за того, что дети учились дистанционно, и в часы пик машин было намного меньше в это время. И в помощь молодой коллектив, современные технологии и разработка уникального программного обеспечения. Все это готова предоставить республиканская компания «Сайберия». Программный арсенал компании имеет в числе своих разработок уникальное ПО, направленное на облегчение работы врачей-рентгенологов. Передовая система обрабатывает медицинские изображения и таким образом ускоряет процесс постановки диагноза, что в свою очередь выступает в качестве значительной поддержки специалистам сферы здравоохранения. С 2017 года наши основатели разработали именно систему помощи врачу, начали разрабатывать, делать исследования в качестве научного проекта. И где-то с 2019 года уже появилась модель. Во время пандемии она стала очень быстро расти и развиваться, и постепенно переросло в целую линейку приложений, в том числе программа для просмотра медицинских изображений. Мы продолжаем наш утренний эфир, и у нас в гостях сегодня преподаватель специализированного центра компетенций кондитерское отдела Якутского технологического техникума сервиса Ирина Родина. И говорим мы про ее преподавательскую деятельность. И неспроста, потому что именно сегодня отмечают Международный день образования. Ирина Юрьевна, вопрос хотелось бы узнать все-таки, руководитель, во-первых, центра, специализированного центра компетенций, также и преподаватель. Расскажите о своем профессиональном опыте в качестве именно преподавателя профессионального цикла. Как я пришла в преподаватели, в педагоги? Конечно, я являюсь выпускницей нашего техникума. И После выпуска я пошла работать по профессии, по своей специальности, пекарем, кондитером работала, окончила высшее образование. И в качестве мастера производственного обучения я вернулась к себе в родные стены. В 2005 году, через год, я уже начала свою деятельность в качестве преподавателя спецдисциплин. Сейчас это, конечно, называется преподаватель профессионального цикла. И с 2005 года я рука об руку работаю с моими любимыми детьми. Студентами. Да, учу их кондитерскому делу. Это очень такая многообразная, интересная, вкусная профессия, которая... кондитеры, они должны быть универсалами сейчас. Если раньше это было узкоспециализировано, сейчас они должны уметь работать и с мастикой, и с шоколадом, и с карамелью, и торт уметь делать, и пирожные, и антреме, и десерты. То есть кондитер должен быть мастер на все руки. Если говорить про какие-нибудь интересные фигурки на тортах, например, еще и скульптором немножко. Конечно. Художником, да. Скульптором. А интересный вопрос, человек, который работает с этими сладостями много-много лет, сам любит сладенькое? Лично вы? Честно сказать, не очень. Я люблю больше гастрономию, мясо, рыбу. А если вообще кондитерское дело? Сегодня, допустим, вы же смотрите студенты, да? Все-таки больше сейчас занимаются именно таким искусством? Прям охотно идут в ваши ряды? То есть профессия сегодня это востребована? Да, профессия очень востребована, потому что когда я уже немножко говорила, что с 2013 года наша республика вступила в движение WorldSkills, и мы в образовательный процесс начали внедрять международные стандарты. Это очень интересно было, и студенты к нам поступают все больше и больше, желание у них стать как раз равняться на таких шоколадье, карамелье, да, например, как у нас в России, Нина Тарасова, например, да, или Андрей Канакин, к примеру. Конечно, хочется многим сейчас. И последний, наверное, завершающий вопрос. Можно было бы, конечно, спросить про
достижения значимые в вашей именно педагогической, скажем так, карьере, но лично я считаю, что для любого педагога главное достижение, чтобы его выпускники были, во всяком случае, достойными представителями своей профессии. Много ли студентов, выпускников, которыми вы действительно гордитесь? Можно сказать, что много, потому что наставник это и в профессиональном, например, направлении, да, вот кружковая работа это может быть, где-то участие в каких-то конкурсах профессионального мастерства. Кроме того, наставник это тот же классный руководитель, куратор, да, который пытается вложить в своих детей, во всех детей, да, частичку своей души. И, конечно, мы очень, педагоги, радуемся за своих детей, которые вот чего-то достигли. Наши дети, вот, если конкретно касаемо кондитерского дела, работают в престижных ресторанах. Ирина Юрьевна, спасибо большое. Поздравляем вас с Днем образования. Вы с ним непосредственно связаны. Оставайтесь таким же хорошим наставником для своих студентов. Мне кажется, да, студентам, кондитерам повезло, потому что вот есть такой опытный, хороший преподаватель, который действительно любит свое дело. Вот. Ну, а мы продолжаем. В прошедшее воскресенье на нашем телеканале стартовал проект «Танцуй». Танцевальный проект проводится впервые. В прямом эфире участники под руководством опытных хореографов представили самостоятельные танцевальные номера. Подробности в материале нашей коллеги Галины Чекуровой. 9 участников разных возрастов и профессий в тандеме с профессиональными танцорами готовятся к самому первому и, само собой, волнительному выступлению в эфире. Символично, что в год труда участниками были выбраны работники трудовых коллективов. Так, одним из участников является начальник электрохозяйства службы главного энергетика предприятия «Водоканал» Алексей Гаизетдинов. Он отметил, что в последний раз занимался хореографией в детском саду. Но работая с профессиональным хореографом, участник проекта раскрыл в себе танцевальный талант. Я вот недавно уже начал вспоминать, обдумывать, как это произошло. И все-таки я пришел к такому, что у нас предприятие вот, жизнеобеспечения, поэтому у нас, чтобы вот эти аварии, да, надо быстро принимать решения и тому подобное. Поэтому, когда позвонил замдиректора и сказал «надо», просто слово «надо», значит «надо». И все, и я согласился, говорю, что такое танцы, ладно, пойду ногами подрыгаю, да? Партнерша Алексея Ульяна Протопопова – профессиональный хореограф. Со своим напарником она нашла общий язык очень быстро. Ульяна отмечает, что несмотря на то, что у Алексея нет опыта в танце, он очень быстро всему учится. Подготовка у нас, во-первых, было совсем немного. Мы на этой неделе начали. Это получается 3 полных таких тренировок, да. И, Алексей очень такой позитивный, да, и поэтому не падать духом. Настрой только на победу, скажем так. Победителей проекта определяет профессиональное жюри. Но стоит отметить, что еще одна пара, набравшая наибольшее количество СМС-голосов, получит приз зрительских симпатий. По итогам первого эфира лидируют Артем Попов и Ирина Ри, набравшие 143 голоса. На втором месте идут Оксана Им и Александр Осипов со 122 голосами. Тройку замкнула пара Афанасия Давыдова и Эльвиры Петровой. За них отдали 89 голосов. У нас учрежден еще приз зрительских симпатий. Так вот здесь, дорогие друзья, телезрители, именно от вас зависит, от вашей активности, кто же из этих пар получит этот приз. Голосовать можно будет каждый прямой эфир, начиная с 18 часов и до 3 минут после окончания танца последней пары. Вот за это время, дорогие телезрители, вы должны проголосовать за понравившуюся пару. И так будет каждый эфир вплоть до финала. Танцевальные баталии будут разворачиваться каждое воскресенье в эфире телеканала «Якутия-24» с 18:00 до 8 вечера. Напомним, что отдать свой голос можно, отправив СМС по короткому номеру 5533 с номером понравившейся пары. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск.
Напоминаем, что помимо уважаемого жюри, выступления участников оцениваете и вы, зрители. Поэтому во время прямых эфиров с 18 до 20:00 каждое воскресенье можно голосовать за понравившуюся вам пару, отправив СМС на номер 5533 с пометкой «Танцуй» и номером участника. Помимо главного приза, по итогам оценки жюри будет выявлена пара-победитель по итогам зрительского голосования. Я думаю, всем участникам просто необходима поддержка именно зрителя, потому что этот проект, он уникален, это творчество, это некое вдохновение, это, конечно же, затраченные силы, и кто, как не зритель, может действительно оценить этот труд. И поэтому, дорогие друзья, присоединяемся каждое воскресенье. Смотрим проект «Танцуй». Ну и еще учитывая, что в этом году в честь Года труда участники в основном представители трудовых коллективов, то, конечно же, помимо зрителей постоянных нашего телеканала, просто людей... Коллеги могут. Конечно, коллеги. Это же повод объединиться в едином порыве всем коллегам, чтобы поддержать своего представителя. Уникальная возможность даже, я бы сказал. А по мне, так вот, знаешь, провести воскресный вечер и посмотреть прекрасное такое шоу – это некий антидепрессант. Но так же, как, допустим, для кого-то съесть кусочек торта от кондитера, который был у нас до этого, да? А вот кто-то, например, ищет свою вот эту энергию в творчестве. Да, иногда и в экстремальном творчестве, потому что рисование на открытом воздухе под экстремально низкими температурами провели 21 января картинная галерея академика Афанасия Осипова, филиал Национального художественного музея Якутии. На зрелищном мероприятии побывал наш коллега Руслан Ачиров. На якутские морозы можно смотреть по-разному. Кого-то они вгоняют в тоску, а кто-то использует отрицательные температуры в свою пользу. Это и зимние бегуны, велосипедисты, якутские моржи, а наш самый холодный рынок в мире и Аймикон привлекают ежегодно большое количество туристов и людей, желающих испытать на себе лютые морозы. В прошедшие выходные, когда столбик термометра опустился ниже минус 50 градусов, в Якутске группа художников вышла на зимний пленэр. К моменту его окончания по соцсетям уже разлетелись удивленные видео горожан. На улице минус 50. Нашим художникам по барабану ваши 50 градусов. Стоят, рисуют. Видели такое, нет? Прикольно. Такого еще не было. Первый раз такое увидел. Якутские морозы. Посмотрите. Прелесть какая. Ничего не держит людей. 57 градусов на улице. Доброе утро, друзья! Мы рады вас приветствовать. Всем желаем отличного настроения. Такого же настроения, как и у всех художников, которые участвуют в пленэре. На морозе ниже минус 50 градусов. И сейчас рядом со мной стоит организатор Наталья Христофорова. Наталья, расскажите про сегодняшнее событие, про вообще историю этого мероприятия. В этом году, в 2023, наш пленэр проходит в рамках мероприятий, посвященных 95-летию академика, народного художника СССР Афанасия Николаевича Осипова. Если рассказать о пленэре, он у нас работает с 2018 года. Первый пленэр прошел. И с того года, получает еще больший спрос, так скажем. Мне сначала показалось, что в такой мороз кто будет рисовать, а оказалось, наш якутский народ очень даже активный в этом плане. И очень это радует. Как ощущение? Холодно. Холодно? Да, но очень классно. Мне нравится, очень интересно. Ну, это вообще незабываемые, мне кажется, эмоции. А в целом потом, когда картину можно будет повесить где-нибудь дома, да, и вспоминать, особенно летом. Да, пришел. Я даже никогда на пленэрах не был, натюрморта не рисовал. А почему решил именно сегодня поучаствовать? Ну, у меня просто девушка-архитектор, она рисует. То есть ты поддержал свою половинку? Ага. Молодец. Очень холодно, но так ничего, хорошо. Такая экстремальная ситуация. Мне нравится. Мы часто ходим греться. В общем, ничего, все. Катя, привет. Как твои эмоции, ощущения? Слава богу, ветра нет почти. Да, кстати, да, ветра мало. Здесь нам помогают, конечно же, климатические условия. Тем самым как мы продвигаем изобразительное искусство, потому что профессия художника не очень легкая, как видите, да? То есть, чтобы нарисовать картину, художник должен полностью испытать вообще
состояние вот этого вот мороза, например, да, состояние дождей, состояние какого-то раннего утра и так далее. То есть непосредственно художники ходили на пленэры, чтобы передать вот зрителю, нам, да, состояние, которое они через себя пропускают и как бы показывают нам на картинах. Спасибо большое. Ну что, друзья, мы вам желаем отличного, бодрого утра. Я думаю, что, глядя на нас, вы немного взбодрились. Ну а полный выпуск смотрите в ближайшем выпуске передачи «Испытано на себе» на канале Якутия-24. А после экстремального пленэра необходимо согреться и взбодриться. Мы предлагаем сделать это в кафе на краю земли. Именно так называется книга, которую рекомендует к прочтению наша книжная полка. Всем салют! Меня зовут Максим, и сегодня я расскажу вам про книгу «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки. Эта книга притча, она рассказывает о духовном мире главного героя, как он отправился в путешествие и обрел себя. В целом могу сказать, что повесть, притча написана в художественной манере, но это и книга по саморазвитию в то же время. Каждый может найти в ней себя и ответить на 3 главные вопроса, которые здесь написаны сзади меню в этом кафе. То есть кафе существует, это не нечто метафизическое, да? Это место, где главный герой задает себе эти 3 главные вопроса. И я думаю, что данное произведение можно читать в любом возрасте, перечитывать так же, как и притчи вроде «Маленького принца» или «Чайки по имени Джонатан Ливингстон». Я эту книгу сам читаю сейчас 2-й раз. Первый раз, когда я ее читал, я был помоложе. И ответить на эти 3 вопроса: почему вы здесь, боитесь ли вы смерти и удовлетворены ли вы своей жизнью, я думаю, можно по-разному. Каждый ответит на эти вопросы. Джон Стрелеки – это self-made мастер, то есть и коуч по бизнесу, и писатель, поэтому в своих произведениях он сочетает сильные стороны разных этих состояний в литературе. Книгу я советую, наверное, людям старше 20, когда они уже более или менее начали познавать себя, и благодаря этой книге они смогут ответить на какие-то важные вопросы. «Кафе на краю земли», Джон Стрелеки, я рекомендую. А именно из детских книг и сказок все мы знаем о таком персонаже, как Баба Яга. Задумывались ли вы, почему ее так называют и откуда она взялась в русском языке? Ответы на эти вопросы знает Анна Шкатуляк. Доброе утро, дорогие телезрители! В русских народных сказках, преимущественно волшебных, фигурирует такой персонаж, как Баба Яга или Ягишна. Что же обозначает Баба Яга и откуда в русском языке возникло такое странное сочетание слов «баба» и «яга»? Почему она баба, точно ли она баба и почему у нее такое странное имя Яга? Так вот, этимологический словарь Макса Фасмара указывает, что имя Яга родственно прибалтийским словам, обозначающим досаду, раздражение, нечто противное, также древнеисландскому «эки» – скорбь, боль и тому подобного. А еще в языке коми слово «яг» обозначает бор, сосновый лес. Ну а баба, понятно, это женщина. Конечно, не очень понятно, почему эта женщина приобрела такую негативную окраску в нашем фольклоре. Но в любом случае Баба Яга – это такая женщина, которая живет в бору, в лесу, и она еще можно ее назвать, что это лесная женщина. Очень внимательно изучал образ Бабы Яги в русском фольклоре ученый, имя которого Владимир Проб. Ну, вам, наверное, хорошо всем известны советские фильмы, сказочные фильмы, и в которых прекрасно воплотил этот образ на экране Георгий Миляр. Наверное, если вы будете смотреть эти фильмы в новогодние каникулы, то, может быть, стоит оценить. Действительно считают Георгия Миляра самым лучшим воплощением экранным Бабы Яги. Более полно образ из русских сказок Бабы Яги описал, исследовал в 30-40-х годах прошлого века русский ученый, фольклорист Владимир Проб. Ну а лучшим экранным воплощением Бабы Яги
является воплощение этого образа актером Георгием Милляром в сказках Александра Рома. Нужно сказать, что образ Бабы-Яги был связан с мифами, был связан с определенными обрядами. Но постепенно обряд забылся, и миф превратился в сказку. Сегодняшнее современное воплощение Бабы-Яги – это скорее воплощение для детей, и в нем ничего не осталось того, что было в страшном образе Бабы-Яги из древнего славянского мифа. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Кубок главы Якутии по шахматам стартует в республике. Торжественное открытие состоится 24 января в Национальном художественном музее республики, то есть сегодня. Лучшие участники получат зачетные очки для допуска в финальную часть Кубка России этого года. За всю историю развития этого вида спорта в республике соревнования такого высокого официального статуса проводится впервые и является первым крупным мероприятием в рамках столетия физкультурного движения в Якутии. И сегодня в нашей студии Владимир Егоров, президент Федерации шахмат Якутии, и Михаил Кабаля, международный гроссмейстер, старший тренер юношеской сборной России. Доброе утро. Доброе утро. Михаил, ну первым делом добро пожаловать в Якутию. Спасибо. Сразу возникает вопрос, впервые ли вы в нашей республике? И если да, то какие первые впечатления? Да, я впервые. Ну, впечатление, знаете, мы зимой, да, вот я помню, улетал сейчас из Москвы, был 0 градусов. Приехал сюда, тут минус 50. Ну, так, ну, я был уже подготовлен. Знаете, спортсмены, они должны быть готовы ко всему, поэтому так я уже утеплился. Ну, так необычно, да, все-таки минус 50, все-таки я в такой температуре еще не был, но, знаете, новые эмоции, такие новые впечатления, это всегда интересно, что в спорте ты, с одной стороны, должен какие-то медали завоевать, а с другой стороны, получать что-то новое, да, всегда стремиться к этому, поэтому мне очень интересно. Мне еще нравится вот этот разброс 0 градусов и 50, Да, то вот есть это ты вот... в любом случае дополнительные вещи везешь с собой. Да, конечно, да, вот я прям, когда улетал, прям вот сразу 50 градусов, у меня еще такой практики не было. Ну, один раз был, когда я прилетал зимой из Бразилии в Москву. Там был тоже плюс 30 и минус 20, а вот 0 и минус 50. Такого еще не было, да? Ну, поговорим немножко о Кубке. Владимир, собственно, кто среди участников, гостей Кубка сегодня можно, вот кого увидеть будет на этом событии? Ну, надо сказать, что у нас уже среди участники из 8 регионов, включая Республику Саха-Якутия, и среди них, получается, 5 международных гроссмейстеров, 5 мастеров ФИДы, 1 женский мастер ФИДы. Ну, сегодня еще у нас заканчивается регистрация до обеда. Всего участников на данный момент 44 зарегистрировано. Надеемся, что где-то около 50 будет. А вообще, кому пришла такая идея? Потому что, вот как мы уже озвучили, это такое одно из самых крупных, наверное, да, событий вообще в шахматном мире республики. Да? Кому принадлежала эта идея и вообще, как на сегодняшний день развивается, ну вот, я бы не побоялась бы сказать, такой очень интеллектуальный вид спорта, да, в нашей хотя бы республике? Ну, дело в том, что шахматная федерация республики, да, инициировала вот такое соревнование. Мы подавали заявку в Российскую шахматную федерацию, и, соответственно, к декабрю наша заявка была поддержана, уже в январе это у нас как бы начинается, да. При этом мы благодарим главу Республики Саха-Якутия, который поддержал нашу инициативу, и название турнира как раз-таки отражает его интерес к этой интеллектуальной игре. Михаил, ну вопрос к вам, более уже глобальный, перейдем на всю нашу страну. Как сегодня вообще, какие изменения, может быть, в шахматном мире России происходят? Как вообще Россия себя на международной арене, может быть, позиционирует? Ну, знаете, вообще сейчас, в последние годы, такой бум шахмат в Азии, и даже не в Азии, а в мире. То есть перешло из Европы больше в Азию. И сейчас, конечно, наверное, номер один в шахматном мире – это Индия. То есть у них, конечно, вот огромный ресурс человеческий, и плюс у них шахмат один из основных видов спорта, государственной поддержки и так далее. То есть мы, если раньше всегда вот на Советский Союз, так сказать, в первую очередь, да, стремились к нему там подражать, сейчас уже мы должны что-то уже немножко догонять. Ну, в плане населения, конечно, догнать сложно, они сейчас обогнали китайцев, но с другой стороны, как бы технологии и какие-то спортивные наработки, тренеры, это все как бы есть, и мы, конечно, в этом плане тоже смотрим, конечно, на конкурентов. И у нас в России, наверное, первая будет спортивная федерация, которая вот не только подала заявку на вступление в Азиатский шахматный союз, но и мы надеемся, что уже через месяц мы примем и мы перейдем в Азию, потому что
в первую очередь связано с тем, что шахматы в Азии развиваются, конечно, сейчас бурно, и они сейчас уже просто сильнее, наверное, чем в Европе. То есть основные страны — это Индия, Китай, Средняя Азия, тоже там Казахстан, Узбекистан, традиционно Иран и так далее. То есть сейчас такой бум, и поэтому мы как бы хотим, чтобы те же дети, они росли в конкурентной среде. Без конкуренции нет результатов. Поэтому, Развитие. да, и с одной стороны, то есть у нас такой поворот как бы совпал с тем, что у нас, ну, вся страна немножко, да, такой вектор немножко поменялся, что в других видах спорта думают о том же футболе, но там есть специфика, а у нас как бы мы как раз к этому и готовы, потому что бум идет в Азии, и мы как бы должны как раз в этом плане, чтобы соревноваться с лучшими. Поэтому вот это, надеюсь, что это будет первая федерация, такой будет пример, шахматист дает пример остальным, чтобы вот не надо бояться, надо идти в ногу со временем, принимать такие ответственные решения. Вот, Владимир, мы сейчас видели кадры, да, ведь шахматы достаточно так популяризируются в нашей республике среди вот молодежи, школьного возраста ребят, да, и вот насколько важно, вы считаете, вот вырастить новое поколение, да, и есть ли у нас вообще перспективы? Перспективы всегда есть, и у нас очень талантливые дети, и вот буквально в декабре мы проводили республиканский конгресс, посвященный 85-летию Михаила Ефимовича Николаева. И вот уже международный гроссмейстер, первый гроссмейстер из Бурятии Антон Шамоев стал заниматься с нашими детьми и выделил группу детей, которые, в принципе, могут работать над хорошими результатами. Но также, конечно, шахматы важны вообще, в принципе, для развития детей в целом, да, для всех. Ну и вот Михаил Робертович сказал про азиатский такой вектор, и мы уже давно, в принципе, этот вектор держим. Международные спортивные игры «Дети Азии» и шахматы в этой программе, и поэтому в 2024 году, мы надеемся, это будет уже в совсем другом статусе представлен этот турнир в рамках игр. Ну, вот хотелось бы, опять же, вернуться к кубку. Кто Якутию представит на этом кубке? Ну, это, во-первых. И помимо самих, может быть, матчей, партий, что в рамках, какие мероприятия в рамках кубка может пройти? Значит, из участников якутских я бы выделил 5 мастеров, 4 мастера мужских, одна женский, получается, мастер. Ну и, соответственно, есть молодые перспективные ребята, которые уже и выигрывали чемпионат среди взрослых, даже дважды, вот один из них, Денис Назаров, да, на него надеемся. Ну и есть ребята из будущей сборной «Дети Азии», которые также, вот, будем надеяться, покажут хорошую игру. Вот. Ну и, соответственно, второй вопрос. Какая еще программа Да, будет? мероприятия, получается, у нас действительно довольно-таки большие. У нас, получается, и блиц-турнир будет, у нас будет и турнир по быстрым шахматам с укороченным контролем. Ну и также приглашенные гроссмейстеры, которые к нам приехали, они согласились провести мастер-классы, сеанс одновременной игры. Поэтому для любителей шахмат будет много вариантов, как поучаствовать в этом процессе. Ну вот еще вопрос такой немаловажный, да, за что будут сражаться шахматисты. Фонд, да, не только призовой фонд, но и медали, потому что это медали с эксклюзивным эскизом, насколько мы знаем. Да, конечно, медали у нас сделаны, получается, золотая медаль из серебра, с позолотой, серебряная медаль серебра, бронза и бронза. Ну, кроме того, у нас еще и кубки необычные, да, у нас кубки выполнены в виде наших национального сосуда Чорон, 50 сантиметров, большой кубок такой, и здорово. Для призеров чуть поменьше, но на трех ножках. Да. Хорошо, а помимо кубков и медалей, будут ли какие-то призовые, конечно, денежные? Да, призовой фонд достаточно у нас серьезный, больше 1 000 000 рублей. Ну и первый призер, скажем, 200 000 получает. Замечательно. Давайте проанонсируем еще раз, куда могут подойти все любители шахмат. Да, сегодня именно где, во сколько? Да, замечательная локация, Национальный художественный музей. Приглашаем всех поучаствовать в этом событии. А во сколько начинается? Открытие в 15:30, в 16:00 часы будут запущены. Отлично. Владимир, Михаил, спасибо большое. Желаем, конечно, чтобы турнир прошел, кубок, турнир, так еще мелко его назвал, кубок, чтобы прошел замечательно. Ну и чтобы для Якутии он подарил новые имена, возможно, или возвысил еще уже существующие еще повыше. Ну а Михаилу мы пожелаем, вы знаете, вернуться обязательно в нашу республику. И я думаю, вот ваш первый такой триумфальный приезд — это лишь только такое хорошее начало нашей дружбы. Спасибо. Да, я надеюсь, турнир будет традиционным.
Мы продолжаем. Настоящий южный гранат на собственном подоконнике. В Тампонском районе 70-летний пенсионер Николай Филиппов вот уже 20 с лишним лет высаживает это экзотическое, но неприхотливое растение. Даже сейчас, в 50-градусные морозы, Николай Дмитриевич собирает свой урожай граната. Хандыкчанин Николай Филиппов Спасибо. 20 лет назад в Сылторгу выписал несколько саженцев колоновидных плодовых деревьев – мандарина, граната, яблони. Но транспортировку выдержал только гранат. 3 недели он выхаживал сломанный саженец, и растение удалось реанимировать. На 6-й год гранат начал приносить первые плоды. Сначала ягоды очень мелкие были, ну как бусинки. И с годами она крупной становится. Первый раз 3 штуки плода было, а потом с годами она больше становится. В этом году больше 30 штук было. Как вот мандарины есть мелкие, вот такие, а вот крупные съел, это мелочь остался. Николай Дмитриевич говорит, несмотря на то, что в природе гранат считается неприхотливым растением, может расти даже на склонах гор. Но в комнатных условиях это деревце капризно в выращивании. Надо через каждые 5 лет менять почву, проводить обрезку. Кстати, землю Николай Дмитриевич привозит из гор. От граната обыкновенного карликовый отличается тем, что зимой практически не сбрасывает листву. А цвести начинает уже в конце марта. И в августе можно собирать урожай. Зимой-то проще, редко можно поливать. А летом надо часто поливать. И на улицу, если вытащу, то тля его губит. Поэтому не стараюсь на улицу вытаскивать. Крупный гранат по вкусу не отличается от магазинных, а мелкие кислые. Николай Дмитриевич их сразу употребляет в свежем виде. В свои годы он хорошо выглядит. Летом любит чаще отдыхать, чем охотиться в горах. И в день пешком проходит до 70 километров. Возможно, секрет здоровья в том числе и в употреблении свежего граната, березовой чаги, щитовидника пахучего. По словам Николая Дмитриевича Филиппова, он чувствует себя не на свои 70 лет, а на 30. И советует всем иметь любимое дело. Тогда и возраст нипочем. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Самое время передать слово нашим коллегам из новостного отдела. Доброе утро, в эфире новости. Россияне смогут брать кредитные каникулы по потребительским займам с марта этого года. Так, получить кредитные каникулы граждане смогут при условии снижения доходов более чем на 30%. Сумма же займа должна составлять от 450 тысяч до 1 миллиона 600 тысяч рублей. В Центральном банке заявили, что механизм необходимо сделать постоянно действующим и распространить его на все потребзаймы и кредиты. Кроме того, у граждан должно быть закреплено право на получение отсрочки платежа по причине болезни, потери работы или иных сложных жизненных ситуаций. Грузополучатели призывают ускорить вывоз грузов со станции Нижний Бестях. На 23 января там находится 569 вагонов с разными грузами. По причине аномально низких температур выгрузка за сутки 22 января составила только 9 вагонов. Поскольку, согласно паспортным данным, крановая техника может работать при температуре не ниже 40 градусов и один кран до минус 45 градусов. Отмечается, что с целью недопущения полной остановки станции Нижний Бестях подготовлен к работе с грузами в контейнерах крытый склад с железнодорожными путями вместимостью 14 условных вагонов и мостовым краном, оборудованным грузозахватывающими приспособлениями для работы с контейнерами. Всего на дороге в адрес станции Нижний Бестях находится 1031 вагон. Устойчивое развитие детства в Якутии – основа будущего. Республиканский форум педагогов с таким названием стартовал в Якутске. На пленарной сессии с докладами выступают гости из Москвы. Это победители российских конкурсов педагогов. Также в течение дня пройдет круглый стол. На форуме педагогической общественности республики обсуждают ключевые вопросы устойчивого развития образования. Также в планах мастер-классы в детских садах Якутска. Их также проведут коллеги из Москвы. Кроме этого,
Ярослава в рамках форума стартовала и добрая акция «Тепло детских рук» в поддержку участников спецопераций. Дошколята своими руками сделают подарки и отправят их военнослужащим. Устойчивое развитие детства – это очень важная тема. Во всяком случае, ЮНЕСКО вы опередили по части экологизации детства. Я очень рада, что вот и в первый раз я смогла присутствовать и участвовать в этом форуме. И рада, что он проводится второй раз. Результаты проведения первого форума мы рассматривали на заседании Координационного совета Общественной палаты, которым руководит Винер Ирина Александровна. И вот сейчас, когда вернусь, тоже будет заседание. 27 января в Национальном художественном музее Якутии откроется тематическая выставка «Увидевший прекрасное», посвященная фильму «Не хороните меня без Ивана». Командой фильма для выставки представлена коллекция костюмов и реквизита, специально изготовленных для кинокартины по историческим образцам того периода. В том числе личные вещи главных героев фильма, реконструкция серебряного начальника и гривны, а также полноразмерная телега Ивана Попова. Отметим, что фильм «Не хороните меня без Ивана» основан на реальных событиях, действия которых разворачиваются в 1910 году и повествуют о дружбе первого профессионального художника Якутии Ивана Попова и его друга Степана Брисекова, периодически впадающего в состояние летаргического сна. По итогам жеребьевки сборная Якутии сыграет в группе А в турнире по хоккею на вторых зимних международных играх «Дети Азии» в Кузбассе. Их соперниками станут команды Дальневосточного федерального округа, Кузбасса и Казахстана. Матчи стартуют 24 февраля. Участники разделены на два дивизиона – страны и регионы с развитым хоккеем и средним уровнем. Якутия попала в дивизион сильнейших команд и сыграет с лидерами. Отметим, что от Якутии по данному виду спорта планируется участие 22 юных спортсменов. Они сейчас проводят сборы и перед играми «Дети Азии» проведут ряд контрольных матчей. Хоккейный турнир пройдет в Новокузнецке. На этом все. Хорошего дня. Эфир программы «Утро Якутии» подходит к концу, а завершить мы хотим прекрасной новостью из мира науки. Да, в Пекине представили нового первого в мире клонированного жеребца для участия в скачках. Этот объект, скажем так, субъект, должен стать залогом успеха развития конных скачек в этой стране. Первого в мире клонированного жеребца по кличке Джуан тренируют для участия в скачках. На кадрах можно увидеть коня на территории конного клуба «Ширвуд» в Пекине. В китайской компании по клонированию домашних животных Synogen Biotechnology сообщили, что конь родился 6 июня прошлого года. Джуан родился летом 2022 года. Ему уже полгода, и его здоровье сейчас очень хорошее. Донорские клетки для Джуана были собраны из образцов кожи коня Урсуса, обладателя международных наград по верховой езде. Отец родился в Германии в 1995 году и был перевезен в клуб «Ширвуд» в 2007. Весь процесс клонирования лошадей очень длительный, и ключевым техническим моментом является процесс исследования. Нам необходимо постоянно оптимизировать технические условия и даже повышать эффективность, чтобы мы могли добиться успеха. Сообщается, что 7-месячный жеребец уже показывает достойные результаты на тренировках. Специалисты надеются, что двойник титулованного скакуна хорошо покажет себя и на соревнованиях. Как рассказал Ми Цзэдун, сам процесс клонирования лошадей очень длительный. Необходимо постоянно оптимизировать технические условия и даже повышать эффективность, чтобы добиться результата. Мы являемся лучшей компанией в области многовидового клонирования, потому что наша технология показывает хорошие результаты. Мы надеемся, что в будущем его результаты в скачках и высокая работоспособность будут такими же или даже лучше, чем у его суррогатной матери. Замечательная новость. Ты представляешь, клонированное животное уже может даже участвовать
на спортивных мероприятиях. То есть это полноценное животное, и есть силы, и вообще я просто восхищаюсь. Мне понравилась эта формулировка «полноценное животное». Не, ну на самом деле технологичный подход к развитию вида спорта в Китае, и это очень похвально, потому что технологии не стоят на месте, в том числе планирование. Сколько мы в свое время, много лет назад говорили про овечку Долли, а вот, пожалуйста, целый скакун есть теперь. Я думаю, не за горами уже то время, когда уже и человека клонируют, и он будет принимать участие в Олимпиаде. Ну, там говорят, что будет много вопросов к этике вообще, к этической части вопроса клонирования человека. Но, опять же, технологии развиваются, и посмотрим, поживем, увидим, что будет впереди. Ну, а тем временем, Паша, необходимо напомнить всем нашим телезрителям о том, что сегодня на улице ожидается днем до минус 47 градусов, поэтому будьте добры, позаботьтесь о своем состоянии. Температура воздуха ожидается до минус 47, а штиль, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Ну, как видим, в целом морозы столицу региона до сих пор не отпускают, хотя прогнозировалось в свое время, что вроде в прошедшие выходные уже станет теплее, а пока же все-таки живем в этих морозах, в тумане, но не стоит отчаиваться, потому что уже вот-вот, даже не чуть меньше, а ровно неделька остается до начала февраля, а с ним уже и весна там потихонечку придет, а там и лето, не успеем опомниться уже, что будем встречать Новый год. Ну а мы, как всегда, будем рады видеть вас на телеканале Якутия-24 НВК Саха уже завтра. Ровно в 7:00 мы, как всегда, будем просыпаться вместе с нашей любимой республикой. Да, будем встречать утро с позитивным настроем, узнавать что-то новое, проводить познавательно начало дня. Пока вы будете готовиться к рабочему дню, мы будем настраивать вас, собственно, на этот день. Увидимся уже завтра. Доброго утра, дорогая республика!